Друзья, привет! На связи Души, и снова я записываю видео из интересного места, которое находится высоко над землей, и это обзорная такая площадка, обзорное кафе, которое крутится вокруг своей оси. Здесь можно увидеть весь город за 40 минут. Я рассказываю эту предысторию, чтобы вы понимали, почему камера дергается и почему я, в общем, в одной руке держу свой телефон. Так вот, мы сейчас пришли сюда с семьей, и я хочу записать небольшое видео, пока жена бегает с ребенком. Где-то там они бегают. Можете их увидеть. В принципе, о чем хотел поговорить. В этом видео хотел я поднять тему, связанную с подписчиками. Многие люди, которые начинают бизнес в интернете, они говорят, что у меня нет клиентов вообще, у меня не то, что клиентов нет, у меня нет ни одного подписчика, я не знаю, как это делать, не знаю, как их собирать, откуда вообще набирать клиентскую базу и базу потенциальных клиентов. Я вам хочу рассказать технологию, очень простая, вы уже 100 тысяч раз видели, как это происходит. Я сейчас просто изнутри вам покажу, что вообще нужно делать для того, чтобы у вас набирались подписчики. Первое, что вам нужно сделать, шаг номер один, буду пальцем показывать, пальцем, что за шаг. Вам нужно создать продукт, то есть продукт, который, это бесплатный продукт, который будет интересен людям. Самое основное здесь это то, что он был по-настоящему интересным и ценным, да, это не должна быть какая-то вода водная, это не должно быть что-то абстрактное, и если вы делаете бесплатно, не значит, что должно быть плохо. Если это бесплатно, значит, наоборот, должно быть очень хорошо, очень качественно, потому что по бесплатному о вас будут судить дальше. Это может быть мини-книга, это может быть мини-курс, это может быть серия видеоуроков, серия аудиоуроков, это может быть вебинар бесплатный, да, то есть бесплатный вебинар тоже отличный продукт. Вот вы вначале придумываете продукт, после этого делаете для него подписную страницу, то есть страницу, на которую люди будут попадать и оставлять там свои контакты, имейл, имя, телефон и так далее. Вы это уже видели много раз, вы сами в таких формах, на таких страницах много раз оставляли свои контактные данные. Это второй шаг, да, то есть вы вначале продукт создали. Вторым шагом вы сделали страницу подписную, на которой есть описание некого этого продукта, вашего вебинара, книги, онлайн-курса или чего-то еще. И шаг номер 3, как вы уже понимаете, это направить трафик на эту страницу. То есть сделать так, чтобы люди посещали, чтобы у этой страницы были посещения. И тогда, когда человек посещает эту страницу, он видит, что там есть некое предложение, оставляет там свои контактные данные и регистрируется. Вот такая простая схема. И когда у вас есть продукт, когда у вас есть страница, то все, что вам остается делать, это просто направлять поток посетителей, потенциальных ваших клиентов на эту страницу, чтобы они регистрировались, оставляли там свои данные. В принципе, вот так все просто, и вы можете это начать делать уже прямо сейчас. Создать какой-то вебинар, да, даже если вебинар только в голове можете создать, сделать для него страницу описания и направлять туда бесплатно, платно потенциальных клиентов. О том, как направлять клиентов, где их брать, откуда брать вот тот самый трафик, то есть вот эти посещения, я расскажу вам в одном из следующих видео. До скорой встречи, с тобой Зуша, пока!